Итак, в эфире программа «Посредник». На этот раз будем говорить о пенсионной системе Абхазии. Она давно нуждается в обновлении, а вопросы размера выплат остаются одними из самых острых для жителей республики. Когда можно ожидать повышения пенсии? За счет каких источников возможно увеличить финансирование пенсионного фонда? И когда заработает система, при которой размер пенсии будет зависеть от трудового стажа и официальной заработной платы? Об этом поговорим с председателем пенсионного фонда Денисом Гулари. Он у нас в гостях. Денис Тоневич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, наверное, с новостей, которые не так давно были. Это повышение пенсии, но уже состоялось для отдельных категорий пенсионеров. Планируется ли какой-то, может быть, следующий этап уже в этом году? Вы обычно заранее не любите об этом говорить, но тем не менее. Ну, я так на самом деле считаю, что заранее говорить и прогнозы какие-то делать. Ну, делаем, естественно, прогнозы, считаем по мере возможности, по мере поступления страховых взносов. Благодаря переходящим остаткам с 25 года на 26 год мы видим свои остатки, и благодаря этому у нас получилось увеличить доплату к пенсию, так называемую доплату, тем гражданам, нашим гражданам, которые не получают другую пенсию, то есть российскую пенсию, выплаты. И за счет того, что у нас в прошлом году перешли остатки около 415 с лишним миллионов рублей, и мы посчитали по возможностям фонда, и у нас изначально было предложение с июля месяца. Премьер-министр поставил сроки с мая месяца. Как вы знаете, уже мы за май и за июнь мы уже выплатили, наши граждане уже получили повышенную доплату к пенсиям. И вот мы в этом месяце тоже буквально на этой неделе начинаем финансирование выплат всех. Ну, я считаю, что это положительный момент. Ну, все равно сумма, может, не большая в этом году доплат. У нас уже, получается, практически третий год подряд мы увеличиваем доплаты на 1000 рублей. На сегодняшний день вот по возрасту наши граждане получают 6000 рублей. Вот. Ну и количество получателей тоже ежегодно у нас количество растет. Вот я хотел бы вам, если вот за 6 месяцев 2026 года у нас в начале года, в январе месяце у нас было 16 157 человек получателей, то в июне на 807 человек больше, это 16 964 человека. Около 2000 человек добавляется ежегодно получателей доплат. У нас увеличится на такое количество людей. И количество получателей увеличивается, и доплату, саму сумму тоже по мере возможности, по мере поступления страховых взносов в пенсионный фонд мы ежегодно увеличим. Все, в принципе, предложения и наших депутатов, которые, естественно, когда мы представляем бюджет или отчитываемся об исполнении бюджета, эти вопросы они поднимают, смотрят, где можно, каким категориям добавить, обращаются. И также, естественно, Кабинет министров, и мы свои предложения делаем по мере возможности фонда. И вот так вот. И впредь будем смотреть на свои возможности поступления и увеличивать самые уязвимые получатели категории, и будем впредь тоже увеличивать. Денис Тоневич, мы обязательно поговорим вот о росте количества пенсионеров, но до этого хотелось бы ясность внести. Нас иногда спрашивают, вот вы называете абхазская пенсия, там была 5000, сейчас 6 получают. Фактически это пенсия, но называется это доплатой. Почему такие формулировки и что по закону? Почему таким образом? Вы знаете, почему такие формулировки? Вообще там есть такие технические моменты, где вот в общем вот одной суммы не скажешь по одной простой причине. Те граждане, наши граждане, которые получают российскую пенсию, у них в свое время, вот с 2016 года, когда эту доплату мы начали платить с 2016 года, да, было 500 рублей выплата, а социальные вообще были 150 рублей. Некоторые, кстати, любят до сих пор про эти суммы помнят и говорят, но эти суммы, они остались, вот 500 рублей по возрасту, они остались для тех граждан, которые получают российскую пенсию.
Вот, допустим, Сейчас тоже да, сейчас есть люди, которые получают да, абхазскую. большинство, все, кто получает российскую пенсию, у них изначально было назначено 500 рублей. Вот именно оно так и осталось. Это непопулярный, как сказать, метод, мы не стали эти 500 рублей, естественно, приостанавливать, и они так и получают. И плюс российскую пенсию, там, кто 12, кто 13 и более, тысяч. У всех же разные суммы, это зависит от стажа, от возраста, от баллов, в российской пенсионной системе, другие, в принципе, те же критерии, у них бальная система, разные. К чему говорю, то, что им за советский стаж, то, что назначали пенсии, выплаты, и плюс еще наши, изначально была выплата 500 рублей, они так и остались. Вот иногда, некоторые наши граждане говорят, вот я получаю там российскую и 500 рублей абхазскую, так она и не подняли ее, да. В принципе, у Пенсионного фонда Абхазии нет возможности пока на сегодняшний день приравнять к российским выплатам, и за это мы стараемся максимально тем нашим гражданам, которые выходят на пенсию, и вышли недавно времени, и те, кто получает только абхазские выплаты, мы стараемся плюс вот это базовое 500 рублей и плюс доплата 5500. И в общем, они получают одной суммой в любом случае 6000 рублей. На самом деле раньше, в 2016-2017 году, выплаты, были на самом деле гораздо мизерными. Там и 150 рублей социальные пенсии, и по инвалидности тоже были 150 рублей составляли, и по возрасту только были 500 рублей. После этого была первая выплата, доплат была на 1000 рублей, в общем, 1500 получали. Вот так на сегодняшний день мы дошли до 5500 рублей доплаты и плюс 500 рублей. В общем, 6000 по возрасту, который получают. Правильно я понимаю, базовая пенсия 500 рублей для всех. Она остается. Да, это называется пенсия. Все остальное это доплаты. Да. Но почему мы 6000 эти пенсиями не называем? Вот видите, в официальных документах. Смотрите, в официальных документах фактически это пенсии есть. Такое предложение было тоже, мною тоже было сделано предложение, чтобы никто, грубо говоря, не спекулировал этими суммами. В ущерб, как сказать, можно сказать, и пенсионного фонда. 500 рублей, там, или другие мизерные суммы называются. Но для отдела социального обеспечения на сегодняшний день, которые назначают пенсию, первичные документы, где собирают, чтобы путаницы не было с теми гражданами, которые получают 500 рублей по возрасту с российскими выплатами, и механически вообще так удобнее считать, и в законах тоже, в принципе, мы изначально мы не могли, допустим, не знали, что к 5500 рублей мы пришли постепенно. И каждый раз, чтобы в закон не вносить изменения, доплата повышается принятием постановления. Практически ежегодно, как у нас это стало. чисто техническое решение. Техническое решение, и я считаю, что это спекулировать этим вопросом, я считаю, что неправильно и как-то даже не совсем корректно. Корректно, да. И это чисто технический момент, и постановлением приняли, допустим, постановление, крайний раз, когда повышение было в мае месяце, премьер-министр предложил, приняли постановление, кабинет министров, и мы со следующего месяца у нас была возможность, чтобы это гораздо раньше принимает решение и сам пенсионный фонд. Пока закон примут, пока внесут изменения в парламент, пока рассмотрят сессия. С точки зрения оперативности этих выплат такое решение принято. Да. Те, кто сейчас, допустим, оформляют эту российскую пенсию, их ставят перед выбором, насколько я знаю. Выбирайте абхазскую, будете получать, или российскую. Сейчас, насколько я информирована, нет возможности те 500 рублей получить, если ты получаешь российскую пенсию. Так ли это на самом деле? Вы знаете, по поводу российской пенсии я некомпетентный, я не буду говорить, у меня таких ни полномочий, ни прав нет. Это не моя сфера деятельности. Но смотрите, вообще два вида пенсии, там и тут это вообще неправильно по большому счету получают. Изначально были назначения, так и оставили. Те 500 рублей, которые получали. Да. Но смотрите, у нас очень мало граждан, которые в настоящее время выходят на пенсию.
именно которые Российскую должны на получать. российскую получать. Это у многих очень малое количество, у кого хватает стажа работы. Вот. Те параметры, которые в советский период, их вообще очень мало, практически, можно сказать, единицы. Из-за этого большинство нашего населения, ну, Все, кто практически должен, уже 100%. получили. Да, все, кто должен, уже получили. А те, кому новые назначения, они 99% это наши выплаты, наши пенсии абхазские за счет Пенсионного фонда Республики Абхазия. Все выплаты, которые на сегодняшний день получают, это и инвалиды, и семьи погибших, и по возрасту, социальные пенсии, все полностью за счет Пенсионного фонда, за счет нас всех работающего населения. У нас вот в этом году 2 миллиарда 324 миллиона рублей составляет бюджет Пенсионного фонда. Это, знаете, вот у нас за последние 3-4 года каждый раз мы, для нас это хорошие, большие суммы. У нас с плюсом мы шли, но вот в этом году у нас с плюсом около 442 миллионов рублей плюсом. И вот эти обязательства по бюджету мы должны выполнять, параметры выдерживать, и тем более еще мы и выплату доплат начали с мая месяца, а не как с июля месяца мы планировали. Ну, может быть, как вы меня спрашиваете, до конца года какие будут инициативы, пока, я не могу сказать, что такие выплаты, как с мая месяца по доплате, это приличные суммы для нас, для Пенсионного фонда. Но, тем не менее, мы такие предложения будут, рассмотрим и будем рассматривать в будущем, по крайней мере, о повышении этих категорий. То есть шанс все-таки пока сохраняется, конечно, в этом году. Это еще от экономической ситуации зависит в стране, от экономической активности, от заработных плат. Пенсионный фонд, знаете, как барометр. На него, на поступление бюджет Пенсионного фонда, Отражает реальную все экономику. Отражается, да, экономика, чуть ли не погодные условия. Вот. Погодные условия, кто-то скажет, причем тут погодные условия, потому что погодные условия — это и туризм, и люди, которые приезжают к нам отдыхать, это торговля. У нас туристическая страна, и мы к туризму, к погодным условиям, мы к этому, естественно, имеем отношение. Мы с вами неоднократно говорили вообще о пенсионной реформе, о системе, а когда все-таки жители увидят систему, в которой размер действительно будет зависеть от стажа и официальной зарплаты. А ранее были сроки, да, что вот в ближайшие годы поэтапно мы будем к этому вообще двигаться. И интересно вообще опыт соседних стран, опыт похожих на Абхазию в какой-то степени стран тоже. Вот, например, Армения, Грузия. В Эстонии не могу сказать, что страны похожи, но тем не менее опыт интересен, можно было бы что-то оттуда даже перенять. Эстония одна из первых постсоветских стран, где была построена трехуровневая система пенсионная. Помимо государственной пенсии, там существуют и обязательные добровольные такие накопительные компоненты. Может, вот оставить такую базовую абхазскую пенсию, остальное дать возможность людям копить? Вы знаете, это, как вы говорите, хорошо, неплохо, но вот в этом компоненте очень важна финансовая дисциплина наших граждан, финансовая грамотность. Вот. Люди должны думать, что вот я когда выйду там на пенсию, я должен накопить и приумножить. Вот. А на сегодняшний день, к сожалению, наша пенсионная система, вот к этому вы сами говорите, она не готова. Это не было принято в Эстонии. Вы знаете, Эстонию не совсем, может, там любят у нас тоже приводить пример Сингапур, там чуть ли не Швейцарию и так далеко далее. Не стала уходить? Я тоже, не стал бы уходить. Да, мы вот в постсоветском пространстве, те республики, которые недалеко от нас, допустим, Армения. Давайте возьмем ее. Государственная пенсия плюс обязательно накопительная. Грузия. Вы знаете, накопительная. Это вот где-то все на бумажке они красиво выглядят. Знаете, накопительно там-то. Уровень жизни очень, очень сильно зависит от как люди ответственно относятся, как платят, как они банковская думают система о будущем, да, в том числе и банковская система. Страхование. Как налоговая работа, как сам пенсионный фонд, как это все контролируется. Знаете,
если четко, ответственно платить и белую заработную плату, относиться не сиюминутную, вот человек получает, допустим, 30, не знаю, 40 тысяч заработную плату, ему ну, не совсем охота сейчас там 5-6 тысяч отчислений платить на сегодняшний день. И думаю, лучше я сегодня получу эти 5-6 тысяч плюс к этим, ну, к 30 или к 40 тысячам рублей, а потом уже там будет, что посмотрим там, как будет. И не думают, в принципе, о будущем. По поводу, вы знаете, принятия как персонифицированного учета закона, да, эта ситуация, вот сиюминутно она, как сказать, не исправится. Вот для нас с вами она, ну, когда мы будем выходить на пенсию, это вряд ли она какую-то роль существенно сыграет. Это вот для тех людей, которые вот устраиваются на работу сегодня или там 5 лет, 10 лет в крайнем случае, уже которые работают. Вот у них есть, как сказать, шанс, не шанс, а у них есть получить справедливую пенсию гораздо выше, чем фиксированно. Но я вам, знаете, вот некоторые иногда, вот и вы, журналисты, приводите такой пример. Вот, скажем, вот они получают, был бы персучет, и все у них было бы хорошо. Знаете, вот из 50 тысяч у нас граждан вот сейчас на сегодняшний день, это, сейчас я вам скажу, общее количество на июнь месяц получателей. У нас было 50 657 человек. Вы знаете, вот чем хороша вот эта уравниловка, можно так сказать, вот именно по выплатам, она справедливее как-то кажется, когда немного, может быть, по 6 тысяч рублей, даже те, кто не получает российскую пенсию, но это охватывает большое количество наших граждан, понимаете, которые, ну, да, платили, делали отчисления, но для назначения пенсии на сегодняшний день у нас нужно 5 лет трудового стажа, понимаете? Таких вообще стран вообще практически не осталось. Где ты 5 лет поработал, маломальски какие-то отчисления сделал, и ты выходишь на пенсию, и ты получаешь право для получения наших выплат, которые считают еще, ну, как сказать, низкими, но тем не менее он даже эту сумму, в принципе, столько даже он не вносил в эту систему пенсионного фонда, понимаете? Тут палка вот о двух концах. Вот не все, как сказать, камни в огород пенсионного фонда. Это так. Мы сами ответственны за это. Вот я хочу, чтобы люди понимали, что мы отвечаем за формирование выплат. И большинство из них, к сожалению, там те категории, если посмотреть, они так или, ну, я бы сказал, не сильно участвовали в формировании бюджета пенсионного фонда. Но, тем не менее, они все ровно одинаково получают. И еще другой вопрос. У нас выход на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. И таких тоже вот уже выход на пенсию, вот эти года, вообще абсолютно гораздо позже. 63, там, 64, 65. Ну, вы можете сказать, что уровень жизни там выше. Да, согласен, может, уровень жизни выше. Но, тем не менее, они отчисления делают другие суммы. И как они заработную плату получают, четко, как сказать, осознанно, также они делают отчисления в пенсионный фонд. Прямо ответственно, под карандаш. Вот все четко. И тогда они получают гораздо больше, чем мы. То есть тут от контролирующих органов многое зависит от того, как борьба с теневой экономикой будет идти. Вот этот разрыв, мы же с вами неоднократно тоже говорили о том, что разрыв большой между теми, кто получает пенсию, и теми, кто создает условия для того, чтобы эти пенсии выплачивались, работающие граждане. Этот разрыв увеличивается вот за последние годы, вы видите? Вы знаете, вот это еще другая проблема, которую тоже не всегда оценивают, не всегда про это говорят. Это то, что соотношение, вы хотите сказать, соотношение получателей пенсии и плательщиков, работников. Если, допустим, вот у нас на сегодняшний день, по данным статистики, около 43 с лишним тысяч человек, которые официально у нас работают, вносят страховые взносы в пенсионный фонд. Это все наши вот граждане, которые работают.
Вот. Кстати, у нас работоспособного населения гораздо больше, около 140, насколько я помню, 5000 человек, ну, ближе к 150. Еще две Да. трети где-то Вот. находятся. Но это не говорит о том, что они не работают. Они тоже работают. Они, может, у них сезонная работа. Может, они в деревне, в сельском хозяйстве своим хозяйством занимаются. Тем не менее, к сожалению, большинство не участвует в формировании бюджета пенсионного фонда. Вот мы с вами, грубо говоря, соотношение: один плательщик и содержит одного пенсионера. Если бы, допустим, мы с вами за наши заработные платы двое работников содержали бы одного пенсионера, это гораздо больше он получал бы на сегодняшний день не 6 тысяч рублей, 12, допустим, а 12, да. Вот. И это напрямую имеет значение, соотношение. К сожалению, у нас соотношение неблагоприятное, 1 практически к 1. Даже. Если представить, что эти две трети, которые в тени или там временно не работают, Да. они платили 18 тысяч, могла бы быть. Ну, грубо говоря, ну пусть 15. Пусть даже будет даже не 15, пусть даже будет на сегодняшний день 6 тысяч по возрасту стоплаты, те граждане, которые не получают российскую пенсию, то могло быть, да, по минимум должно было быть 12 тысяч рублей. Это ближе к российским выплатам, ну, они больше 12, но тем не менее это было бы близко к этим цифрам. Ну, я еще всегда говорю, что у нас есть резервы. Вот за это у нас такая динамика. У нас, если посмотреть, за последние 4 года бюджет с миллиарда рублей у нас сейчас 2 миллиарда 324 миллиона. Значит, за 4 года у нас прирост больше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. А вот. Инфляция там не заложена? Вы знаете, сколько инфляция... процентов можно вот скинуть на инфляцию? Ну, вы знаете, инфляция, именно эти вопросы мы себе не можем на сегодняшний день позволить. Да, это тоже в упрек говорят, вот инфляция то села, это села, да. Но это, к сожалению, пенсионный фонд, как вот нас... как некоторые там Норвегии или каких-то странах, где колоссальные резервы пенсионного фонда, где они инвестируют и приумножают. И у нас налоги огромные. Да, ну, налоги, я не за налоги говорю в настоящий момент, именно вот у них есть огромные резервы, и они выплачивают, ну, они, в принципе, персучет у них есть уже, кто сколько заслужил, столько, но тем не менее сама система, она очень у них, как сказать, одна из в мире самых мощных, и у них очень много средств. И они инвестируют. В нашем случае у нас за счет того, что распределительная система, мы в том месяце, за предыдущий месяц аккумулируем деньги, и мы собираем, грубо говоря, и вот мы с завтрашнего дня начинаем финансирование за июль месяц выплат. И накопили к концу года, и мы видим, мы уже с предложением выходим, или премьер-министр, кабинет министра, ну, говорит, вот давайте те или иные категории посмотрим, рассмотрим, хватит ли у нас средств для повышения. Также и могут, предлагают и депутаты парламента, вот обратите внимание на эту категорию, то ли на ту категорию. Вот, ну и мы сами тоже прекрасно понимаем свои возможности, и мы говорим, да, мы это сможем и осилим. И вот так происходит Понятно, увеличение. Что накапливать деньги нет возможности, но вот а пенсионная реформа насколько продвинулись? Есть ли какие-то шаги уже или пока все на стадии обсуждения, подготовки? По персучету было до 2027 года, работы проводятся именно, чтобы с персучетом, чтобы взаимодействовать с другими органами, но у нас сроки там установлены. Вот я вам хочу сказать, что пенсионный фонд именно со своей стороны, какие вот работы, что от нас зависит, мы делаем. И в принципе те задачи, которые стоят перед пенсионным фондом, они выполняются и будут выполняться. И вот я напомнить хочу, вот на самом деле вот так, очень сложный период для пенсионного фонда. Это наши граждане, вообще мне кажется, для всего мира ковидный период, ковидный год у нас, и с отставанием мы платили. Так что вот мы это наверстали и будем выполнять свою работу и все, что нам поручат. Помимо выплат, продолжится работа над изменением самой пенсионной системы. И очень надеемся, что эти шаги, они дадут результат в виде вот повышения этих выплат.
чего ждут люди. Спасибо, Денис Тоневич, что были с нами Не в за студии. что. Благодарю. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях был председатель пенсионного фонда Денис Кулария. Мы говорили о пенсионной системе Абхазии, ее обновлении, о том, когда вырастет размер выплат.